В боях за деревню Гросс-Вальтердорфа гвардии капитан Милаев один пробрался в деревню и уничтожил расчет, захватив 2 станковых пулемета, которые вели огонь по наступающим нашим частям. О подвигах своего предка Кюри в семье Милаевых знают хорошо. Копию личного дела начальника разведки здесь хранят как семейную реликвию. Еще в 70-й документ из Подольского архива собственноручно перепечатала племянница солдата Инабат Милаева. Ее отец Ваха Хаджи был младшим из 4 братьев. Он часто рассказывал дочери, каким был его старший брат. Когда Кюри приехал, он говорит, я его не знал. Он уже был сам младший, и вот он вырос, и говорит, на их мать варила мясо в котле, и говорит, Кюри подошел, оттуда берет кусок мяса, и он в таких погонах, такой статный, красивый, мужественный такой человек. Он говорит, мама, этот русский у нас, мясо забирает из котла, говорит. А потом мать засмеялась и говорит, это не русский, это твой старший брат. А почему я его не знаю? Он редко бывает дома, он в армии, говорит, он служит родине, говорит мать. Призвали Кюри в первый год войны. Однако с армией свою жизнь он связал гораздо раньше. Закончил военное училище, высшую школу НКВД и в 1931 году вступил в ряды советской армии. В 29 лет попал на фронт. Воевал в составе 6-й кавалерийской дивизии Кубанского казачьего корпуса 2-го Белорусского фронта. Бился за Сталинград. А под командованием Висаитова в составе 28-го кавалерийского полка встречал союзников на Эльбе. Вышел к Эльбе, задержал там лодку, взял в плен 20 офицеров. И там в этой лодке оказалось двойное дно и архив, секретный архив. За это он был представлен Висаитовым, командиром полка, которого он обслуживал, авангардный вот этот участок. За это был представлен к званию майора, но в связи с этими событиями, не знаю, почему-то не присвоили. В 40-е на фронт из дома Милаевых Кюри ушел не один. Это единственная семья в Ножеюртовском районе, которая на войну проводила сразу 3 сыновей. А 3-й брат Ваха служил в запасе на Закавказье. Я помню, как мой отец всегда вспоминал своих братьев. Он иногда приходил домой и долго смотрел на эти фотографии и плакал. Я потом думаю, зачем же он плачет? Братья, видимо, ему слишком были дороги. И его мучило одно, что такие люди, которые прошли всю войну, ушли на фронт добровольцами и непростыми солдатами, и прошли всю войну, и совершено было столько подвигов, и все это находилось в забвении. Лечи Милаева призвали в ноябре 41-го. В звании лейтенанта он служил на Юго-Западном фронте. Через год после начала войны попал в плен, но вскоре был освобожден. В составе 1-го советского партизанского полка в 45-м участвовал во французском сопротивлении. За выдающиеся заслуги, оказанные французской нации, награжден орденом Военного Креста. На поле боя герой, а дома заботливый дядя и брат. Именно таким его помнят родные и близкие. Лечи был очень... Вот он, заборщил. Очень веселый человек, очень даже веселый. Но почерк его не опишешь никогда. Очень красивый почерк у него был. Всегда с моим отцом они вместе находились. Вот так. Сейчас Марсбек Худулов пишет книгу о 3 солдатах, пока для семейного архива, но родственники мечтают о том, чтобы о героических подвигах братьев Милаевых помнили и знали не только в родной семье и республике, но и во всей стране. Елизавета Чепханова, Хаважи Мунаев, Ибрагим Налаев. Новости.